Повышенное напряжение. Канадские ученые забили на неделе тревогу, предупреждая человечество о неисследованной доселе болезни, которая может стать чумой 21 века. Поражает она тех, кто живет в развитых странах. Электрогиперчувствительность. Симптомы тяжелые. Нарушение работы сердца, мигрени, гипертонический криз, удушье. Канадцы ставили опыты над добровольцами и уверяют, что во время эксперимента 40% участников оказалось достаточно уснуть с мобильным на подушке, чтобы проснуться на грани инсульта. Мой коллега Иван Благой встретился с заболевшими и пытался понять, где грань между мнительностью и болезнью, заставляющей сотни семей искать спасения от успехов цивилизации. В руках у профессора Магды Хавас не счетчик Гейгера, а детектор электромагнитного излучения. Сейчас он показывает, как фонит обычная микроволновка. Вот, вы можете слышать, мы находимся на достаточном отдалении от печки, и все равно детектор определяет идущее от нее излучение. Магда Хавас вот уже 20 лет изучает негативное влияние электромагнитных волн на человеческий организм. Она уверяет, излучение обычного мобильного телефона разрушает клетки крови. И сейчас мир подошел к некой критической точке. Города настолько плотно окутал электросмог, что в ближайшие годы следует ждать настоящей эпидемии аллергии на микроволны, Wi-Fi и сотовые сети. Симптомы включают в себя головные боли, бессонницу, проблемы с памятью, концентрацией, расстройство настроения, как, например, депрессия, тревожность и боли в разных частях тела. Такое заявление попало на благодатную почву. Страхи перед микроволнами несколько лет назад разогрел вот этот видеоролик. Студенты решают приготовить попкорн с помощью своих мобильных телефонов. Чистое безумие, но в безумное и верится легче всего. Ведь кто не помнит, как его старый сотовый грел ухо, как печка? К тому моменту, как выяснилось, видеоролик заказала компания-производитель беспроводных телефонных гарнитур. Десятки тысяч людей по всему миру уже свято верили. Мобильные телефоны плавят мозг. Так ли они ошибались? Международное агентство по исследованию рака на основании исследования Интерфон, выполненное в 13 странах Евросоюза, пришло к выводу, что электромагнитные поля от сотовых телефонов могут являться фактором потенциальной опасности, увеличения риска почти двукратного возникновения глиом. Глиома – самая распространенная опухоль головного мозга. Получается, страшилки «не говори по сотовому, заработаешь рак» не так уж и беспочвенные. Фирмы, которые такое оборудование выпускают, им невыгодно вообще упоминать про эти вредности. Белорусские ученые разработали специальную повязку-экран для тех, кто любит болтать по мобильному часами. Выглядит повязка немного нелепо, но такие приспособления, по крайней мере в Европе, пользуются бешеной популярностью. Мощность передатчика обычного сотового телефона примерно в 40 тысяч раз ниже, нежели бытовой микроволновки. Неужели и этого достаточно, чтобы человек заболел? Дело в том, что электромагнитные поля обладают кумулятивным действием, то есть эффект их воздействия суммируется. Почти в каждом доме можно обнаружить до десятка Wi-Fi сетей. Они есть и в кафе, просто на улице. Так что тогда делать? В одной только Швеции более 200 тысяч человек уже сегодня заявляют. Они страдают аллергией на беспроводные средства связи. Это начало? Предположим, вы обладаете сверхчувствительностью к электромагнитному излучению. Тогда лучшая защита для вас – вот такая клетка Фарадея. Эта сетка даже для ударов молнии непреодолимая преграда. Хорошо, такую клетку вы можете поставить у себя дома. Но ведь электромагнитное излучение, оно сопровождает нас везде. И дома, и на работе, и, предположим, в метро. Нельзя же всю свою жизнь провести в такой клетке. Впрочем, эти женщины готовы попробовать. Они закрываются не от чужих мужских глаз, прячутся от электросмога. Живут во Франции, в местечке Эрт, в 100 километрах от Лиона. В этом магазине продавцы уже привыкли, а раз в неделю они видят таких пришельцев. Я пытаюсь делать все, чтобы не шокировать людей. Предвосхищаю их вопросы, объясняю им, что мне необходимо носить эту штуку, иначе мне будет просто плохо. Так что же не так с этими людьми? Большинство врачей считают, это проявление эффекта ноцебо, самовнушения, из-за которого человек действительно может испытывать реальное ухудшение самочувствия. Пока
США ученые разделились на два лагеря. На тех, кто считает опасности нет и гиперчувствительным к микроволнам нужно обратиться к психиатру, и тех, кто видит огромную угрозу в бесконтрольном росте числа беспроводных сетей и стандартов. Ну а пока ученые спорят, Парламентская ассамблея Совета Европы на всякий случай уже рекомендовала запретить все мобильные телефоны, телефоны стандарта DECT и устройства Wi-Fi в школах и детских садах. Иван Благой, Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Виктория Петрова, Дмитрий Новожилов, Первый канал. Воскресное время.